Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Несколько месяцев тому назад я поделился о своем мнении об этнографе из Ингушетии Танзиле Чабиева, ярой чеченофобки. Мне показалось неуместным оскорбительный высказывание кандидата в доктор исторических наук адрес соседского чеченского народа, принижение исторической памяти, приближительном отношении к чеченскому языку и культуре. Я получил немало упреков на свой адрес от наивных ингушей, принадлежащих категории «какая разница», которые не нашли в этом ничего предрассудительного. Для них мы, чеченцы, не являемся братским народом с одной историей, с одной культурой. Оболваны массовой ингушской пропагандой в социальных соцсетях и видосиками ТикТоке и Ютуб, они искренне считают уместным все эти высказывания о чеченцах Танзила Чабиева. Несколько комментариев оставил под это видео и Руслан Бузуртанов, чеченофоб, фальсификатор ингушской истории, который почему-то решил заступиться за честь этой женщины, не оставив, как историк, ни одного комментария по существу. Это сомнительный поступок мужчины. Не только ингушские женщины имеют честь. Когда ты в следующий раз будешь называть нас, чеченцев, недонародом, бастардом, имея в виду, ты унижаешь и честь войнавских женщин. Не надо при этом махать сомнительными книжками, написанными неизвестно кем. Это не я, это написано в книге. Не надо прятаться за чужими именами. Вы же вроде бы мужчина, юбку и платок не носите, у вас на голове мужской убор, у вас почтенный возраст. Посмотрев на все эти ваши ролики, какого мнения я должен быть о вас? У вас же есть кодекс чести Эздел, или эта книжечка не имеет ничего общего с вами? Такое написанное сомнительным историком Нурди Кадзоевым, соавтор с другим чеченофобом Идрисом Абадиевым во время Чеченской войны. Что вы хотели донести своему народу? Вы очередной раз поверили русским, что чеченцам конец, решили воспользоваться ситуацией. Я что-то не понял, понимаю, эта жизнь не так, как все. Подскажите мне, пожалуйста, что бывает только удобно для ингушей, односторонняя правда. Вы всегда не показываете единственную достоверную карту Ингушской автономной области до присоединения Чечни, Ингушетии в 1904 году. И не требуете границ 1904 года. А вместо этого вы присваиваете себе название чеченцев в разные века и претендуете на все эти земли. Интересно, об этом вашем ноу-хау знают римляне. Им принадлежал когда-то весь континент. Я не слышу, чтобы Италия претендовала на Францию или Испанию, или Иран. Монголия, как преемники Золотой Орды, имели бы претензии к России. Македонцы на Грецию и Турцию. Турки на Болгарию, Сирию, Англию на Индию, Афганистан, Канаду. А испанцы на Аргентину и Мексику. Португальцы имели бы притязания бы Бразилии, а бельгийцы на Конго. Не правда ли все это выглядит нелепо и глупо? Все эти названия взять из исторических карт. Это прошлое нашего человечества, и поэтому мы изучаем это в учебниках истории. Мы не проживаем эту жизнь в будущем, придумываем, чего нету, о чем могло бы быть. Мы не знаем этого, а живем в настоящем, в реальном мире и пользуемся этими благами цивилизации. И факты имеют значение. В 2009 году вы обманно присоединили к себе эти самые спорные чеченские земли Галанчожи, которые вашим никогда не были. И также в то же время, в 2009 году, отказаясь от пригородного района, подписал договор о границе с Осетией. Вы же не оспариваете этот факт, который зафиксирован вашим же главой республики, а скачете по площадям,
как наркоманы, одурманы им пропагандой, и требуйте чужие земли, которые вам не принадлежат. Что бывший чеченский, пседахский, ныне Малгобекский и Сунжский район принадлежали вам, покажите это на любом советском или карте Российской Федерации, который имеет юридический документ Российской Федерации до присоединения вас в 1934 году к Чеченской автономной области и образования Чечено-Ингушской Оссетии. Вы же любите манипуляции с картами. Поставьте тогда друг против друга две карты Ингушской автономной округа и Чеченской автономной области 1934 года. Из всех ингушских ораторов в последнее время мы слышим об убедительных доказательствах принадлежности этих земель ингушам. Чтобы это казалось правдоподобным, и от юридической плоскости вы переходите к выдуманным манипуляциям и забрасываете сотни других тем для обсуждения, чтобы отвлечь от самого главного. Обсуждение ингушской идентичности, об ее истоках и корнях. На коленчиках и спешке придумывать несуществующие истории Великой Ингушетии. Идеологом этой бесконечной лжи, фальсификации является недоисторик, недописатель Руслан Бузуртайнов и другие деятели ингушской интеллигенции, Абадии, Кадзои, Султыга, Чабиев и другие чеченофобы, депутаты, блогеры, журналисты, политики, общественники. Когда чеченцы истекали кровью от Второй Чеченской войны, братья ингуши не нашли ничего лучшего, кроме написания в 2004-2005 году книг, оскорбляющих чеченцев, чтобы понравиться русским. И заодно воспользоваться ситуацией, они написали античеченской книжечкой, когда съезжие русские совершали военные преступления в Чечне, пытали в фиксационных пунктах чеченских парней и мужчин, под бомбами умирали чеченские старики, женщины и дети. Ингуши не нашли другое подходящее время во время Чеченской войны заявить, что чеченцы не до народ Кавказа, и простить все чеченское, и переписать себя всю историю. А после этого вы массово стали выпускать книги, высказывания негативно оскорбляющие на адрес чеченцев. Вы, наверное, забыли, что вы вошли в состав Чечен-Ингушетии, а не наоборот. Вы были незваными гостями ингуши, товарищи, в нашем доме. Мы вас не звали и не хотели вашего присутствия, но русские боялись строптивого чеченского нрава, горцев, и решили с вами лояльными, преданными ингушами нас разбавить, наивно полагая, что мы один народ, но при этом забывая самым придуманные истории. Это сообщество Галгай после подписания договора 1810 года, где они письменно подтвердили, что будут обязуются воевать против своих братьев-чеченцев. Я долго не хотел рассказать вам об этой мразе. Я считаю этого человека не недочеловеком. Никакого уважения от меня, чеченца. Хотя у нас принято уважать старших. Вот передо мной они человек. Это машина пропаганды. Это человека-ненавистник ради амбициозных политических, общественных и писательских целей, чтобы возвыситься перед другими ингушами, чтобы возвыситься в роли светила ингушской интеллигенции. Вот он 7-8, вот последние 7 лет, днем и ночью, там, не знаю, сотни видеороликов, тысячи высказаний негативных, оскорбляющих нас, чеченцев. Он, это как бешеный принтер, сошедший с ума, он днем и ночью топил против нас, своих братьев. Вот у него не было никаких врагов, кроме чеченцев. И вот он днем и ночью вел эту войну. Ну, наконец-то мы поняли, к чему он это так стремился. Несколько дней назад этот известный профессор наконец-то издал книжечку. Я хлопаю. Чтобы ему дали эти деньги, это Михаил Гуцериев, я не знаю, кто там спонсор, но, скорее всего, Миша дал ему деньги. Вот чтобы это ему сдали, вот он 7 лет против нас, чеченцев, вел это неравное, унизительное
жестокую, бесчеловечную войну против своих кровных родственников. Но это ничего, это для нас, мы не, вот для нас, что русские, что ингуши, вот для меня, чеченцев, нет синоним, они все одинаковые. Вот наконец-то, я надеюсь, этот старик, это, какой он модный, модняцкий, розовые очки одел. Да, у нас такие драхтюри, где-то транс одевают эти женщины, вот эти, которые драхтюр называется. Вот, да, очень модный парень. Наконец-то он издал эту книжку, 600 страниц. 7 лет утверждал, что чеченцы, они да народ, что ингуши это все, это кабанскую культуру только ингушская. Это дзурзуки только ингуши, глигвы только ингуши, кистинцы только ингуши. Но на своей изданной книжечке, на первой же странице он говорит, что чеченцы тоже вот это вот. Для ингушской пропаганды говорил, что только ингуши являются носителями этих великих культур. А вот для книжку-то надо издать, у него самого ума же нет, он должен с чего-то взять это. Азране или в горах Джайраха нет вот этих знаний, и скорее пришлось обратиться к кавказским источникам, оттуда выписать все вот это. Когда ему надо было, он оттуда смотрел другим углом, чтобы оскорбить нас, чеченцев, унизить наше человеческое достоинство. А вот когда академический вот этот труд, пришлось соблюдать какие-то рамки, и вот он написал, как оно есть. Я очень рад за него. Вот сейчас он завтра, скорее всего, если умрет, он умрет счастливый, радостный, потому что он столько сделал за свою жизнь для этих ингушей. Не позитивного, а такой грязи вылили на нас, чеченцев. Вот и говорят монголы, китайцы, какие-то корни. Это не я говорю, это в книжке написано. Прятался по чужим. И меня вот 7 лет, никакого мужского достоинства этого человека. Если он оденет платок и юбочку, платок. Я таких людей, даже мой отец, вот смотрю на него, он возраста мог бы быть моего отца. Мой отец давно умер. И вот этот, никакого уважения. Никакого уважения. Вот таким пропагандистам нет никакого уважения. Злобный человек свою злобу не в сторону России, где их принижают, угнетают, и не на сторону Северной Осетии, где у них якобы отняли земли. И якобы их в 1994-1992 году их там массово расстреливали, убивали, там геноцид ингушей. Нет, мы это не говорим. Слово мы не скажем против этого. А вот чеченцы, да, мы можем полоскать их днем и ночью. Не только это один, это же их очень, это чеборзи, очень много политических проституток. Мата Хари, наверное, бы сейчас переворачивается в гробу. Она была агентом хорошей профессиональной проституткой в голландском, амстердамском борделе. И была, по-моему, она на 3 разведки работала, на немецкой, на советской, я не знаю, как она. Это было, сейчас я не так углублялся, вот эти знания, вот эти проститутки. И вот она, я знаю, что она на несколько разведок работала. Вот то же самое. Вот этот человек, вот, кто бы вот из Грузии, из Украины, кто издал, интересно, я хотел бы знать, конечно, за какие гранты. Говорят, и там 900-950 тысяч рублей кто-то дал, там в Европе тоже таскали деньги ему. Или сам
Коцери решил отправить его на пенсию, там, чтобы он выпустил книжку, успокоился. Непонятно, конечно, это предыстория, но человек очень, даже я сейчас не хочу сидеть, вот это полоскать, то, что он говорит, это даже неприятные вещи, но от ингуша, вот это, он же что-то Бузуртана, но он как бы горский еврей, грузин, у него же родственники же русские имена имеют этот восхождение на Казбек, вот это перевосхождение, кто это же, он же сам же, как ингушский публицист, давал комментарий этому фильму Лели Агиевой. Там он вот это про его своего вот это родственника Иосифа Бузуртанова. Видите, где корни? Это Грузия, это Иосиф Сталин у нас был, Иосиф Джугашвили один. Вот теперь Руслан Русик Бузуртанов с КГБшной кличкой Русия. Книжку издал. Поздравляем тебя, метро ингушской пропаганды. Я бы еще дал бы ингушскую премию тебе за то, что ты так усердно ведешь эту пропаганду против чеченцев. Наверное, есть еще кандидаты, подрастающее поколение в лице этой Чабейки, Танзилович, твоя заступница, которой ты пришел 3 раза ты под постами, написал в моем этом ролике, защищая его честь. А почему, ты, когда ты оскорбляешь нас, чеченцев, называешь нас, они да народом, а ты не оскорбляешь наших женщин? Поэтому я ни одного, моя ошибка, что я несколько комментариев убрал. Не надо убирать, вот то, что пишете, пусть пишут. Это жалобы, скорее всего, строчил. Вот сейчас вы настрочили жалобы, сперва решили меня, как этих девушек, которые с интригами вы же любите, масса нападаете, грязные слова пишете, и потом этот человек вынужден уйти с этой платформы. И вы думали, что меня этим, во-первых, вот это орудие включили, грязь, потом оскорбляя мое человеческое достоинство, у вас ничего не получилось. Я не пробиваю, знаете, каких козлов, как вы все, я на своем веку видал немало. Поэтому мне то, что какой-то козел что-то напишет, это оно меня не касается. Он себе пишет. Своей жене пишет, своей матери, своему отцу. Он пишет то, что он пишет мне, я это проверяйте ее. И оставлял это комментарий. Потом у вас не получилось, потом я заблокировал всех этих провокаторов. И у меня тысячные просмотры, конечно, были. Тысячный просмотр, а сейчас они упали, потому что я всех этих провокаторов заблокировал, и, скорее всего, вы уже решили своими этими массовыми мне жалобы кидать, и вот у вас, а мне, знаете, они для славы, это у меня деньги не капают на этот YouTube. От этого я подписчиков не получал, ничего не получал. Я в Америке был, короткие ролики снимал, и сколько у меня подписчиков пришло. Это же, вот ингуши, человек 10-15, вот этой теме я разговариваю, 10-15 вас нет. Это у меня Америки, Таиланд, вот другие страны у меня. Про ингушей я снимаю, вы думаете, что чеченцы до меня подписываются, или ингуши, или меня лайкают? Не. Вот я любое видео захожу, я специально поддерживаю человека, я знаю про этот человек, что он старается что-то, вот я ставлю лайк. Даже вот первое, что я делаю, ставлю лайк, потому что надо поддержать. Человек сидит, что-то хочет донести же, это же не как вот этот проходимцы,
приспособленцы, советское время, там везде, там, не знаю, везде вот это, а потом сейчас Ингушетия стала. В 1994 году был руководителем вот это репрессивных народов, вот что там, какая-то деятельность у него была мутная, а сейчас потом перевелся, сперва был общественником, потом перевелся историки, а сейчас уже к концу своих дней перевелся писатель. Да, Бузуртанов, рад за тебя, конечно. Знаете, я вообще, если я, знаете, я просто сижу и думаю, когда человек всю свою энергию не позитив, а негативно в русле, вот зачем это надо, тоже не понятно. От того, что он там скажет, что чеченцы нехорошие, что они никто, от этой же, Чечня же, она же никуда не делась, она же рядом с вами. Посмотрите на себя, как вы живете, что с вами происходит. Смотрите на нас, чеченцев, как мы развиваемся. Вы были в позициях лучше, чем мы. У нас после двух этих чеченских войн все было разрушено. У нас ничего не было. Мы еще долго это восстанавливали. Вы с 92 года, вот уже 30 с чем-то лет, никак не можете прийти в себя. Сперва вы обращались на этих осетин, а теперь там же они вас сразу на место ставили, сразу вам показывали, сразу делом показали в 92 году, что они могут, если вы свои грязные они прикроете. Поэтому вы угомонились, сторону Осетии даже не смотрите. Руслан Бузуртанов, я бы считал тебя мужиком, если ты бы хоть сколько ты роликов снял, сколько ты против чеченцев негативных роликов снял, и сколько ты роликов снял против своих врагов осетин. Вот я хотел бы знать. 0, 0. Вот где ваш фальшь, вот где ваша ложь, вот где ваши это лицемерие. Вы самые лицемерные люди, поэтому никакого к вам уважения, никакого вам не признания. Вы в этой война Чечни у вас был золотой билет. О, как вы обрадовались, как вам это было нужно, чтобы мы утопали в крови. Вот мы, типа, беженцы, нам, вот вы превышили этих беженцев, это же счетная палата президента, у нас же тоже есть информация, мы тоже газеты смотрим, читаем, телек смотрим, тогда смотрели раньше, по репортажам центральных телевидений, сколько у вас было махинаций с этими беженцами, сколько вы себе присвоили этих денег, сколько вы обучали вот этих беженцев, и все эти деньги себе в карман клали. Вот поэтому и Назран до чеченских у вас же ничего не было. А сейчас вы раскрутились. И вот это вам понравилось, обогащаться за счет чеченцев. И вот вы решили дальше пойти. Вы дома не строите, вы дороги не строите, вы ничего не строите. Вы эти замки, эти крепости, вот все, что не нужно, это кладбище восстанавливать, заборы делать. И вот мертвым людям пофиг. Какой забор, не забор. Человек умер, ему пофиг. И до этого 100 лет это так, в таком состоянии находилось, это ничего. Именно надо сейчас. Вот какой-то акцент у вас неправильный в этой мужчине, вместо того, чтобы социально, там что-то как обездоленным. Тогда сейчас, после этого, сколько вдов, сирот, а у вас только вот в одну сторону. Вы будете всю жизнь, потому что там денежку можно украсть, этого, и я вот удивляюсь в этом Михаиле Коцарию, вроде бы умный человек, а лицо, и как они, как лохотрон у него, с него стригут деньги, как у этого, этого миллиардера, они, я не знаю, как стригут, то на башне,
на все разводят на бабло. Интересно, русский знает об этом? Не только ингушам он бы пригодился, и русским тоже можно немножко с лишнего бабла, если у него есть. Пусть на СО несколько машин там, пусть туда эти деньги шлют, если у него так много. Вот. Русские не в курсе. Вот, казалось бы, очень взрослый, умный человек, глупый человек не может так разбогатеть, так. И вот подаются на эти ингушские, как сказать, лохотрон, эти рады стратегии, он же солдат информационной поддержки, а человек же не будет давать на голос на этот бывшие скотские помещения. А нет, Руслан Базуртан скажет, Ингушетия великая нация, великая цивилизация, там были города, это, конечно, потом Миша подумает, значит, туда надо послать. Вот они вот так его разводят. Это преступный группировка, вот это Чебиева, вот этот Гуцерия, вот этот Султига, который реставратор в Косках в Испании, эти дома вот этим богатым испанцам он делал, там туалеты, кафе клал, этот осенний делал, дизайнер наш. И вот тут они вот, этот в Москве, ну, конечно, он какой-то попорядочный, приличный человек, и вот наглость ингушам они занимать, вот как у меня был, подарил духи вот этот, не Томми Хильфигер, Сантр Ралф Лоран номер 4, так, с конем, который 70 евро стоил, он подарил человеку, самый шикарный запах, там вообще там очень красиво. Я понимаю, какой-то без запаха, очень. И потом говорит, нет, не понравился, я был вынужден ему одарить Блю Шанел. 125 евро я отдал, еще купил Блю Шанел. Представьте себе, 125 рублей. Это духи и 70 евро другие духи. Почти 200 с чем-то евро на ровном месте человек, мне не нравится, делает вид, наоборот, замолчать, спасибо тебе, как это, вот это. И вот так они разводят. Я-то понял, мне показалось, мелочным человек работает, это, они день рождения, на Новый год я просто решил подарить сделать, вот человек вот так себя поведет, ингуш. И вот они вот так, скажем, эти гуцери в наглую, Миша, дай нам это. Наверное, последние свои деньги им отдает, чтобы они вот книжки издавали, эти подпольные, вот эти карты, вот это все. Ну пусть дают, нам-то пофиг, пусть они его стригут как могут. В 90-е годы мы это же видели, но вот до 2000 сейчас как этот человек умный, взрослый, вот как он подается на такие вещи. Карачаево-Черкесии тоже очень много, 100 раз лучше памятники архитектуры у них. Кабардино-Балкария есть. Очень много древних вот этих церквей, вот все, вот это. Осетия вообще, вау, в Чечне их есть, а почему-то только ингушские. Восстанавливают только ингуши, это все. А вот когда какой-то форум кавказский приходит туда, как господин, это Михаил Гуцериев садится, и он же для Кавказа ничего не делает. Он же для Кавказа нигде ничего, ни в Чечне, ни в Карачаево, ни в Балкарии, ни в Кабарде, ни в Осетии, нигде он не делает, а вот туда приходит как хозяин Кавказа, садится там какой-то форум, и он начинает говорить, благотворительность направлена только ингушам. Вот это 3 скалы, эти 4 скотских помещения, они его стригут, себя и дома будут покупать, и виллы будут покупать, и квартиры будут покупать.
И пусть платит. Пусть платит, конечно. Я рад за вас, конечно, товарищ Ингуши, но мое отвращение к вам не имеет такого ярко выраженного. Но я надеюсь, вы получите по своим заслугам. Каждый человек, кто делал плохое, кто желал нам плохое, пусть Бог их накажет. Пусть вот наш, он есть, он по каждому по заслугам. Вы, товарищи ингуши, были мы никем и останетесь никем.